Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Елена Зинатуллина. Ждали дождя, а вместо него пошел град. Теперь в 120 хозяйствах Сармановского района подсчитывают ущерб. Накануне природа разбушевалась не на шутку. Град шел не меньше 20 минут, говорят очевидцы, а высота снежного покрова достигала 20 сантиметров. Никакой надежды спасти урожай у сельчан уже нет. О причинах ливня в Казани, града в Сарманово и засухи в ряде районов Закамья расскажет Флюза Хамидуллина. Дети играли в снежки, а машины скользили по асфальту. Это не шутка, а реальность сельчан из Сармановского района. На них обрушился сильный град. Выхожу, грохот, лед пошел, да ведь? Ковер вытащил из дома. Быстро накрыл машину. Ильдар Гусманов в это время был дома, схватил все ковры и побежал спасать автомобили. Если я вовремя не увидел бы и меры не предпринял бы, две машины, они все же. Там стекла, капот, ничего не осталось бы. На технике не царапины. Успел вовремя, говорит Ильдар Гусманов. А вот урожай в огороде не спасли. Это ранний сорт был. Уже в цветах были, цвели уже. Вот что осталось. Это все, что осталось от помидоров. А еще 5 соток картошки, несколько грядок лука, капуста. Весь огород остался под снегом. Такое вижу в первый раз, говорит хозяйка. Да, сильно был град. Лежал еще до ночи. Белая земля и чешуйкой как будто бы. Янгор потом еще шло же. И такое здесь в каждом дворе. Град сорвал и уничтожил всю зелень. Плакала, сильно плакала. Это же я с февраля их вырастила. Град был безбойно, не останавливающийся. Я вообще удивлена была. Я первый раз в жизни своей, 67 лет, я первый раз в жизни такой. Дождя в селе не было с конца апреля, и жители обрадовались, когда появились первые грозовые тучи. Однако сегодня они вынуждены считать убытки. Град был такой силой, что стоял страшный грохот. До сих пор на земле видны следы стихии. Около деревни Саклов, поле озимой пшеницы. Град нанес ущерб не только личным подворьям, но и сельхозугодиям. На этом поле хозяйство потеряло 5% культур, делает выводы главный агроном. Если бы уже созревание, то очень много было бы. Это уже связано с тем, что развитие пока озимой пшеницы – это колошение. Что стало причиной продолжительного града? Всему виной аномально теплая весна, особенно май, говорят ученые-метеорологи. Проходила сложная довольно фронтальная система. Над нами, вот там выше в атмосфере, на высоте 5 километров, холодно. Там идет процесс кристаллизации, а внизу у нас все-таки здесь относительно тепло. Создается тем самым так называемая термодинамическая конвективная неустойчивость. Она как раз приводит к возникновению кучи дождевых облаков, которые при благоприятных условиях сопровождаются ливнями и в том числе и градом. Это же явление стало причиной сильных ливней, которые накануне обрушились на Казань. Сейчас же температурный фон на несколько градусов выше нормы. На этой неделе ожидаются лишь небольшие осадки. Филюза Хамидуллина, Юлия Гоголева, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Сармановский район. Пьяные дети за рулем. На пути школьного автобуса провалился асфальт. Содержание дорог неудовлетворительное. Таким горячим на темы сегодня получилось заседание Республиканской комиссии по безопасности дорожного движения. Оно прошло в Верхнем Услоне. Причина – за 9 дней июня на дорогах района погибли сразу 4 человека. Какие вопросы сегодня остались без ответа и о чем попросят родителей школьников, расскажет Салават Мухаммадуллин. 3 человека погибли, 2 пострадали. Это последствия аварии, которая произошла на этом месте у села Нижний Услон в воскресенье. 16-летний подросток, двигаясь со стороны Казани, на скорости не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет. За неделю до этого в Верхнеуслонском районе за рулем скутера погиб еще один подросток. И это только начало лета. Поэтому выездное заседание Республиканской комиссии по ПДД сегодня проходит здесь. Предварительно после распития спиртных напитков несовершеннолетний без спроса взял ключи автомобиля, другими словами, совершил угон. И проехав 900 метров, совершил съезд в кювет и опрокинулся. 30 мая также предположительно подросток, пока, еще раз говорю, предварительное тренировое состояние. Пьяных за рулем быть не должно, тем более детей. Уже принято оперативное решение, сообщает руководство Минобра. Родители учеников должны будут сообщать в школу о наличии в семье автомобилей, скутеров и электросамокатов. Со следующей недели, с понедельника, мы запустим форму отчета о том, какое транспортное средство есть в каждой семье того или иного муниципального района, в которой дети учатся в школе в данном районе. Коллеги,
Возможно, этим мы привлечем внимание родителей. Спасет ли отчетность от трагедии на дорогах? Пока вопрос без ответа. Гибель детей и последующая проверка в районе вскрыла еще одну проблему. Один из школьных маршрутов пролегает через мост, на котором в прямом смысле слова нет асфальта. На заседание сегодня пригласили главу, руководителей исполкома и отделения образования. Это школьный маршрут номер 1. И нам осталось только дождаться, когда у нас автобус с детьми упадет с этого моста в реку. И мы потом будем говорить, почему же у нас опять произошло такое дорожно-транспортное происшествие, опять будем выезжать. Вы, наверное, сами тоже по каждому из школьных маршрутов проезжали? Ну, я так думаю, как человек за это ответственный. Но, получается, устраивает нас это? Ответа ни от кого из присутствующих в зале не последовало. Причем такие недостатки содержания дорог выявляются перед каждым заседанием комиссии. Так, на месте аварии с подростком за рулем в тот день не было разметки. Всего на участке инспекторы нашли 19 нарушений содержания дорог. Напомним, месяц назад в Агрызе на одной из аварийных трасс насчитали 60 недостатков. Похвально, конечно, что перед проведением комиссии некоторые недостатки они устраняются. Но они же должны устраняться в плановом порядке, а не только при проведении каких-то комиссий. Между тем, каждое третье ДТП в республике происходит на участках дорог с недочетами. И в этой ситуации ГИБДД просит не молчать о районных руководителей комиссий по безопасности и начальников местных отделов ГИБДД. Салават Мухаммадуллин, Алмазиаддинов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Удивительный случай спасения произошел в Елабуге. Полицейский из Альметьевска в последний момент успел вытащить из воды 2 школьниц. На Шишкинских прудах он оказался случайно. Услышал крики и, не раздумывая, бросился на помощь. Сейчас дети в больнице. Сегодня Ленар Давлетшин специально приехал из Альметьевска, чтобы навестить маленьких пациентов. Как они себя чувствуют и что рассказывают о том злополучном дне? И какой награде представит майор Давлетшина? Все подробности у наших корреспондентов. Я плечо взял, вытянул. Она выше такая, воздух так взяла. Для Ленара Давлетшина это была первая поездка в Елабугу. По Шишкинским прудам он прогуливался вместе с родственниками, осматривал достопримечательности. В это время и услышал крики о помощи. Мы начали уплавывать, в глубину, уплывать в глубину, и мы вместе тонуть начали. День был жарким. Сестры Мамаджановы катались на велосипедах и решили помочить ноги. Младшая Зарина поскользнулась и упала в воду. В этом месте глубоко. Старшая бросилась спасать сестренку, однако сил не хватило. На моем месте каждый человек это сделал. Никто, мне кажется, простой человек не прошел бы, как я. Все туда прыгнули бы. Я даже, можно сказать, не очень хорошо плаваю, но я даже об этом не думал. У меня мысли были только вытащить девчонок. Спаситель девочек майор Давлетшин, как и подобает настоящему герою, очень скромный. Говорит, по-другому поступить не мог. Ленар Илькович, если бы был чуть подальше, не было, то есть, даже шансов. Потому что вода мутная, тоже. То есть они, когда он их, когда достали уже, они все были там в этом выли, то есть. В тот день все сложилось удачно. Скорая приехала оперативно. Девочек с переохлаждением госпитализировали в ЦРБ. Завтра выписывают домой. А дядя Ленар, подаривший им второй день рождения, теперь их лучший друг. Вот и сегодня приехал с гостинцами. Спасибо. Летние каникулы впереди. Родителям и детям нужно быть предельно осторожными у водоемов и купаться только в оборудованных местах. За героизм руководство МЧС выразит благодарность Ленару Давлетшину и номинирует его на ежегодную республиканскую премию за спасение людей. Юлия Гоголева, Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск, Елабуга. По поручению Рустама Миниханова сотрудники 175-й гимназии, которые в момент стрельбы находились в здании, получат сертификаты в медицинский центр на 100 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщили в Казанском Кремле. 64 сертификата уже подготовлены Акбарсбанком. Ранее президент давал поручение шире рассмотреть варианты поддержки. Было дано поручение, в том числе и президента республики, представителям, в том числе банковского сектора, шире рассмотреть вопросы поддержки. Банк подготовил сертификаты номиналом в 100 тысяч рублей каждый на услугу медицинского центра «Акбарс медицины» и готов передать их школе, этим сотрудникам, педагогам. Медицинский центр находится на территории РКБ, имеет поликлиническое стационарное отделение. По этим сертификатам учителя и персонал гимназии смогут как поправить свое здоровье, так и пройти медицинский осмотр, медицинское обслуживание в клинике. В России за сутки зарегистрировано рекордное количество заболевших коронавирусом – 11 700 человек. Это на 1300 больше, чем днем ранее. Таких показателей в стране не было с начала марта. Ситуация осложняется в Москве. Здесь число подтвержденных случаев растет уже несколько дней подряд. Только за последние сутки более 5200 человек. Так столица бьет рекорды января. Мэр города Сергей Собянин заявил, что расширяется количество больничных коек. В ближайшие дни откроются еще несколько госпиталей. Из-за ухудшения
эпидситуации в Москве усилят контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима в общественном транспорте, торговых центрах, кафе и ночных клубах. Кроме столицы, все больше больных регистрируют в Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской и Ростовской областях. Такая же тенденция наблюдается в Иркутске. По стране только за последние сутки коронавирус стал причиной смерти 383 россиян. Такой рост заболеваемости эксперты связывают с началом сезона отпусков. Люди уезжают в другие регионы и страны, активно путешествуют. В Татарстане пока за сутки 30 новых случаев. Чтобы не повторить сценарий больших городов, жителям необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора. Один из способов защититься от вируса – сделать прививку. В Татарстане вакцинировались больше 415 тысяч человек. Второй компонент получили 292,5 тысячи. Альметьевск вышел в лидеры по количеству вакцинированных в Татарстане. Как удалось добиться таких показателей, сегодня в прямом эфире оперативного штаба республики рассказал глава Альметьевска Тимур Нагуманов. Эфир вела вице-премьер Лейла Фазлеева. На сегодня здесь привились 35,5 тысяч человек. Это больше трети населения района. Вакцинироваться можно в Альметьевской ЦРБ, поликлинике, медчасти Татнефти и торговом центре. Работают и выездные бригады. Кроме этого, дополнительный пункт вакцинации от ковид будет открыт на Сабантуе, который пройдет 13 июня. Когда работает руководитель предприятия со своим коллективом, он заинтересован в большем количестве не потому, что у него цель в количественных характеристиках прививок, а потому, что у него цель защитить свой коллектив. В Тукаевском районе продолжают выяснять причину очередного происшествия с нападением собаки на ребенка. Сегодня стало известно, что жители написали заявление в полицию, а местные власти сообщили, когда в последний раз выезжали в село Озьмушкино, где все и произошло. Напомним, здесь хаски вцепилась 5-летней девочке в лицо. Потребовалась операция и помощь психолога. Деталь нападения у Рамиль Шайдулина. Тут просто реально главное здесь собаки. Мы тут никто, вот реально. Последним аргументом стало нападение на 5-летнюю девочку. По словам местных жителей, ребенок играл на детской площадке. Полностью показать это фото мы не можем по этическим соображениям. Оно было сделано сразу после нападения. У ребенка рваная рана губы, все лицо в крови. Я была на работе, когда мне написала мама девочки, Гульнара, говорит: Айгуль, на мою девочку напала собака. Как она рассказывала мне, Гульнара там на грядках у себя копалась и, говорит, идет женщина в сторону нашего дома, ведет моего ребенка. Я, говорит, понимаю, что у ребенка лицо в крови. Малышку увезли на скорой. В больнице наложили 5 швов, говорят соседи. Прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными. Поговорить с родителями девочки нам не удалось. С ребенком сейчас занимается психолог. Жертвой этой же собаки породы хаски стала и Айгуль Ишкинина. Они прибежали, окружили меня, и одна собака, вот как раз это хаски, вот это, начал на меня рычать и кусать за штаны. По словам местных жителей, хаски не только сама является агрессором, она собирает вокруг себя других собак. В итоге стая. Я специально остановился, 15 штук насчитал. Когда вот здесь вот 4 или 5 бегало, там около 15 собак бегало. Я выходила из дома с ребенком, и вот эти 4 собаки, они бежали на меня. Я вот в буквальном смысле просто так вот закинула ребенка в машину, чтобы отбиться от этих собак. Мы попытались поговорить с хозяйкой той самой хаски, но дверь никто не открыл. Вольер открыт, собаки на месте нет. Где она гуляет, чем она занимается, никто не знает. И это уже не первый месяц, не первый год. И стерилизация здесь не поможет, говорят ветеринары. Стаю так просто не остановить. Одна набросилась и вторая. То есть, представляете, их 10 штук. Что происходит? Каждый, если даже куснет, уже все. И стерилизация, она не убирает агрессию. Она агрессию убирает, если стерилизуешь в раннем возрасте, там, с 6 месяцев до года. Жители написали заявление в полицию. Ответить на вопросы правоохранительных органов, возможно, придется и исполкому района, у которого полномочия по организации отлова бродячих животных. Сегодня мы связались с администрацией, где заявили, что сюда служба уже выезжала в апреле. Тогда собак не нашли, но ловили и ловят в других поселениях. На сегодняшний день в районе отловлено 85 собак. Именно вот данной организацией. Но это не сама суть вопроса. Вопрос в том, что люди, когда заводят вот данных собак, то нужно, чтобы они ухаживали за ними, не отпускали без присмотра. Иначе без присмотра люди боятся выпускать уже своих детей, как сейчас происходит в Озьмушкино, где свои порядки по-прежнему устанавливают бродячие собаки.
Рамиль Шайдуллин, Салават Мухаммадуллин, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, ТНВ, Тукаевский район. Спасатели Татарстана обратились к жителям с просьбой быть бдительными, а сотрудников коммунальных служб призывают своевременно убирать тополиный пух, который может привести к пожарам. На этом видео огонь практически под колесами автомобиля. Машина чудом не воспламенилась. И такие случаи сейчас происходят повсеместно. С начала июня из-за детских шалостей и неосторожности при курении произошло уже больше 30 возгораний. Больше всего 20 случаев в Казани, 8 в Нижнекамском районе, по 2 инцидента в Заинском и Актанышском. Общая площадь горения пуха больше 1000 квадратных метров. Тополиный пух чрезвычайно пожароопасен. Для предотвращения его загорания коммунальным службам и обслуживающим организациям рекомендуется обратить внимание на своевременную чистку, уборку и проливку дворов, тротуаров, а также иных мест скопления тополиного пуха. Рустам Минниханов сегодня встретился с главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кыргановым. На встрече присутствовал и муфти Татарстана Камиль Самигуллин. Они обсудили вопросы взаимодействия в укреплении межнационального и межконфессионального согласия, развития исламского образования, а также подготовку к проведению 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Альбир Кырганов подарил президенту атлас мусульманских сообществ России. В книге содержится информация о мусульманских организациях, приходах и мечетях на территории страны. Казань может стать региональным центром для сотрудничества государств Евразии. С таким предложением на открытии Международного конгресса евразийской интеграции сегодня выступил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Ученые и эксперты из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии уже в 9-й раз собираются в Казани. В центре внимания вопросы межгосударственного взаимодействия, в первую очередь в экономике. Уважаемые участники Международного конгресса, в зале представители стран-участниц Евразийского экономического союза. Фарид Мухаммедшин отмечает, Казань с ее высоким научным потенциалом давно стала одним из политических центров евразийского процесса, местом встречи авторитетного экспертного сообщества. Прошедший год вновь доказал, современные вызовы наиболее эффективно решаются в тесном взаимодействии государств и народов. В рамках многосторонних глобальных и региональных интеграционных объединений это, безусловно, приоритет. Главное здесь масштабы, скорость, глубина и результативность процесса. Быстрее и эффективнее всего взаимодействовать именно на региональном уровне. И такое сотрудничество необходимо усиливать, считает глава парламента. Фарид Мухаммедшин предложил создать в Казани штаб-квартиру региональной площадки ЕАЭС, где и смогут научные сообщества обмениваться мнениями. На этих региональных площадках, региональных, я имею в виду российских площадках, есть чем поделиться. Эти государства тоже нуждаются в такой работе. И мне кажется, это предложение проводить это в Казани, оно, мне кажется, обречено на успех. У Казани есть все ресурсы, отмечают участники Конгресса. Джан Дали из Китая. Он член научного российско-китайского центра при Академии наук Татарстана, где исследуют новые технологии. В данный момент у нас китайские компании в Казани, в Татарстане создали свои центры исследования. И у нас еще есть Дахуа технология, это скам-лицо. Это конгресс, который формирует вот это настроение в обществе и желание именно с научной точки зрения обсуждать эти темы и находить именно те точки роста, которые обеспечат включение России в евразийский процесс. Форум продолжится в формате секций и круглых столов. Эксперты представят доклады по дальнейшему развитию интеграции, научно-техническому сотрудничеству, повышению инвестиционной привлекательности своих регионов и стран. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня начались отчеты депутатов Госдумы от Татарстана перед избирателями. Ильдар Гильмудинов отправился к зеленодольцам. Он часто посещает район с рабочими поездками и осведомлен о проблемах, которые беспокоят горожан. Ильдар Гильмудинов отметил, 16 татарстанских депутатов за 5 лет инициировали более 600 законопроектов. Более половины из них стали законами. Это студенческий спорт, здоровый образ жизни, ограничение потребления алкоголя, защита интересов коренных и малочисленных народов и другие. По признанию депутата, очень сложной для него была работа над законом о языках. Поддержка инициатив республики на федеральном уровне – еще одна задача, стоящая перед депутатской группой. Мы запустили совместно с правительством Российской Федерации государственные программы, и они сегодня уже приобрели статус национальных проектов.
и 14 национальных проектов по разным направлениям. Это и демография, это и экология, это и культура, это и образование. В таком объеме и так целенаправленно федеральный бюджет никогда не направлял средств для регионов, муниципалитетам на реализацию вот этих направлений. Высокоскоростную пилотную сеть 5-го поколения запустили в Татарстане. Такой подарок ко дню рождения Иннополиса сделала компания МТС. Вот так одним касанием в Иннополисе запускают новый виток развития глобальной мобильности и скорости передачи данных. Сеть 5-го поколения для компании Татарской силиконовой долины открывает компания МТС. Теперь загружать данные возможно на скорости свыше 3 гигабит в секунду. Огромные возможности для развития экосистемы как стартапов, так и индустриальных разработок. Компания МТС активный участник и партнер проекта «Иннополис». И, конечно, наполнение такими сетями является очень востребованным. Сеть 5G развернута на территории технопарка Иннополиса. Год назад здесь МТС совместно с компанией Ericsson установили первую в России опору Smart City. Теперь на ее основе компания внедряет передовые технологии интернета для умного города. Пилотная зона позволит повысить безопасность в Татарстане, оптимизировать транспортную систему региона, а также эффективно управлять городскими службами. Датчики воды, газа, тепла, всего чего угодно могут работать в сетях 5-го поколения, и разработки приборов, которые могут это сделать, сейчас ведутся, и мы предоставляем эту технологию для тестирования. Чтобы компаниям подключиться к сети, достаточно иметь гаджет с поддержкой 5G и обратиться с заявкой к техническим специалистам МТС. Когда сухопутная техника превращается в субмарины и танкисты уходят под воду. Сегодня на Казанском полигоне прошли учения по преодолению водных преград на танках. Курсанты училища демонстрировали навыки подводного вождения и умение действовать в экстремальных ситуациях. В том, что танки не боятся не только грязи, но и воды, убедился Рамиль Галиулин. Так 40-тонный Т-72 легко входит в воду и уверенно движется к цели. Это единственное упражнение, которое невозможно отработать на тренажере – подводное маневрирование. На поверхности остается только воздушная труба. Видимость под водой нулевая. Специальная аппаратура подскажет направление движения и не даст сбиться с курса. Глубина водоема 5 метров, длина 120. Для молодых механиков-водителей это один из главных тестов на профпригодность. Чтобы выйти сухим из воды, экипаж перед стартом тщательно готовит свою машину к погружению. Так все люки намертво затягивают, а стыки и щели заделывают специальной смазкой. Нияз Кабиров один из первых, кто преодолел вододром. Говорит, экзамен – настоящая проверка на прочность. Под водой ничего не видно. Приходится самому ориентироваться, не теряться в этом. А на суше все видишь, все на виду, можно сказать. Главное – это морально подготовиться и не испугаться в нужный момент. Поэтому к воде допускают только после необходимого курса подготовки. В нее входят и упражнения по выживанию на глубине. У нас имеется комплекс легководолазной подготовки, который курсант танкового тренажера, который заполняется водой, одевает противогаз и осуществляет выход из этого затопленного танка. Вождение в глубокой воде требует не только опыта, но и особого снаряжения. В экстремальной ситуации она спасет жизнь. Противогаз ИП-5 предназначен для того, чтобы военнослужащий в водных условиях дышал под водой. Представляет собой регенеративный патрон и саму замкнутую систему воздушную. Военнослужащий сможет находиться в танке более часа в этом противогазе. На случай, если танк заглохнет, рядом дежурят водолазы, спасатели и буксировочная техника. Малейший недочет во время переправы может поставить под угрозу выполнение задачи. Не зря такой вид военной операции считается одним из самых сложных. Сегодня с испытанием водной стихии справились все курсанты. Рамиль Галиулин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. Казанцы сегодня наблюдали необычное природное явление – кольцеобразное затмение. Это значит, что Земля, Солнце и Луна выстроились в одну линию. Как Луна заслонила собой Солнце, могли видеть в Якутии и на Чукотке. В Татарстане солнечный диск был закрыт на 20%. Бывает такое раз в полвека. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Здравствуйте! О погоде после полезной информации.
Лекарственный препарат Благир-3 помогает устранять проявление аллергии. Принимается при первых симптомах, не запивая водой. Таблетки Благир растворяются во рту. Сироп Благир помогает справляться с аллергией детям с 1 года. Благир-3 действует в течение суток. Несмотря на солнечную погоду, порывистый ветер не дает вдоволь насладиться теплом. И по данным сервиса Яндекс.Погода, 11 июня в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ветер по-прежнему сильный. Местами пройдут дожди, температура станет ниже. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность и 22 градуса выше нуля. На севере Татарстана, в Акрызе, Менделеевске, Актаныше местами также дождь. Ветер по-прежнему порывистый. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночная и дневная температуры стали ниже. Жителей юго-запада республики ожидает теплая погода, без осадков. Порывистый ветер – единственное, что может доставить дискомфорт. В центральных районах также температура стала ниже, пока без осадков, но уже в последующие сутки пройдут дожди разной интенсивности. И еще одна полезная информация. Купить квартиру в Иннополисе сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось всего 15 квартир. Звоните 556 59, сайт жкуникум.ру. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте жкуникум.ру и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. У меня артроз. Дети оплатили операцию за рубежом. Правый протез не приживался, хотя и дорогой. Ждала вторую операцию, но тут границы закрыли. Так я попала в доктор Ост. Протез ставить не нужно. Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Счастье, что можно спасти сустав. Жаль, поздно пришла в доктор Ост. Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост», лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. О погоде в столице. 11 июня в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 17, а днем 24 градуса выше нуля. Ветер восточный, временами порывистый. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 49%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. И еще одна полезная информация. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник здоровья и долголетия. Спрашивайте в аптеках Farmland. Это вся информация к данной минуте. Всего доброго и до свидания.